Итак, ребята, всем доброе утро. Итак, сегодня приехал к нам вот такой вот Toyota Voxy или Нох, по-моему, или Воксик, ага, фары сдвоенные. Воксик на замену батареечки, будем ставить контракт, уже будем ставить генерацию 4. Вчера пришли батарейки хорошие очень, вот, с гарантией будет все. Ну, суть не об этом, а вот опять же говорю, почему умирают ваши батарейки. Вот это, тут батарейка мертвая. Вот. И умерла она по той причине, что вот, никогда вот машина не обслуживается. Даже элементарно вот сеточку никто не чистит. Вот такая вот она забитая. Батарейка ловила перегревы дикие. Вот. Она вон вся закупоренная. Вон, только сейчас пробивается. Сейчас будем это безобразие все чистить. В принципе, салон нормальный, не сильно грязный. Есть пыль, конечно, но не так, чтобы тут земля была какая-то или еще что-то. Нормально. Но вот элементарно просто вот 4 болта открутил и чистите на своих Voxy Нохах сеточку вот эту обязательно. Иначе батарейка долго не живет. Там буквально много не надо поездить на перегреве, чтобы даже хорошая батарея процентностью 80 ушла совсем в небытие, так сказать. Все. В общем, сейчас будем менять здесь батарейку, достанем батареечку, все пропылесосим, тоже фильтр этот почистим, поставим сюда контроллер ВВБ обязательно, UX8, который будет встроенный вместо кнопочки. Также, скорее всего, здесь буду систему EGR заглушать с помощью прошивки и будем ставить переходную пластину между клапаном EGR, чтобы мало ли что, катализатор не пошел у нас в двигатель, ну, при рассыпании. Таким образом мы обезопасиваем двигатель от дальнейших разных ситуаций. Ну, то есть от сероотложений меньше будет, у кокса меньше будет, клапана, в общем, будут работать нормально. И тачка за счет этого проживет дольше. Двигатель ее не прослужит дольше. То есть, когда глушишь систему EGR, увеличиваешь ресурс. Ну, чуть-чуть мощность теряется, но, в принципе, не сильно много. Поэтому, как бы, лучше заглушить и дать дышать двигателю, ну, побольше, короче, прожить. Вот так вот. В общем, смотрите наш контент дальше. Так, дорогие подписчики, всем объясняю, что такое контрактная батарея. Контрактная батарея — это батарея, которая снята в Японии с автомобиля, которые пробежали пробеги не очень большие. Ну, скажем, от 20 до 40 тысяч километров. Конкретно сейчас мы возим батареи. Мы отказались от батарей 15-х годов, 10-х годов. Раньше мы таскали батареи 10-х приусов, вот такие, ну, 20-х приусов, 30-х. Вот. Но сейчас уже рынок освежился, санкции немножко обошли, вот, доллар упал. Из-за этого батареи поток пошел более-менее получше, и начали продавцы продавать батарейки уже более свежих годов. Это вот конкретно я выбираю года 23-22 год, такие 21 год можно рассмотреть в принципе. Вот, если у нее емкость хорошая. Вот эти батарейки у нас 23-го года пришли, пробеги у них очень низкие, меньше чем 40 тысяч километров. Вот. Но суть не в том, суть в том, что тут уже используются элементы более нового поколения. Если брать старые элементы Gen 3 15-х годов, 10-х годов, они выглядели вот так. Вот, видите, да, у него вот такая вот выемка идет. Все так вот, то у нового элемента уже все ровное вот так вот идет. Вот эти элементы, они уже модернизированы, у них лучше химия, они более свежие по годам. А все мы понимаем, что такое аккумулятор. Аккумулятора каждого есть срок службы. Конкретно у этой батареи срок службы 10 лет. После 10 лет химия начинает немножко усаживаться. Ну, она работает, все, но она уже похуже по свойствам своим. Вот. В принципе, вот эта батарея будет ходить 10 лет без всяких проблем. Поэтому, ну, мы даем год гарантии.
Год гарантии — это гарант того, что мы поменяем какой-то элемент, если что-то не так пойдет все-таки. Но такого у нас прецедента еще не было. Сколько я этих батарей поставил, все они ходят железно прям. Вот. Они приходят уже вот с такими контактами. Это я их не чистил, ничего. Они вот такие вот идеально чистые, потому что батарейки малохоженные. Это тоже индикатор того, что батарейка почти не ходила. Вот. В принципе, все. Эти контакты я сейчас перекину в данного Воксика. Вот батарейка от Воксика. Она сейчас будет вся разбираться. Сейчас я тоже покажу, какие там элементы. Там, скорее всего, уже генерация третьих элементов. Ну, старого образца батарейки, которые вышли из строя. Вот. Здесь мы все это дело, пачку просто берем вот так вот. Ничего не перекидываем, никакие батареечки все по местам должны находиться. Почему? Потому что она сбалансирована на заводе. И так как она сбалансирована на заводе, никакой мастер ее не сбалансирует с какими-то, какие бы ни были супер приборы. Потому что у каждого супер прибора, вот у этого разные другие приборы, ефратовские анализаторы, и, короче, их много всяких разных анализаторов, и у них у всех есть своя погрешность. Вот. На заводе это все делается по-другому, балансировка там практически не нужна, потому что берутся абсолютно новые элементы, которые с нулевым пробегом вообще. Ну, вот только что с завода вышли батареечки, они протестировались на спецаппаратах, вот, все. И эти батарейки ставятся в какую-либо пачку, там, Prius 30 28 элементов, Crown там 34 элемента, Aqua там 20 элементов, и все, и она поехала. Поехала испытывать свой гарантийный срок японского автомобиля. Это либо, по-моему, 5 лет службы, либо пробега там сколько-то, 50 или 100 тысяч километров. Все. Машина откатала 50, и ее заматывают на аукцион в Японии, в любом аукционе. И с аукциона уже покупаем автомобили мы с пробегом по 100 тысяч километров, где уже батарейка хоженая. Ну и все остальное тоже хоженое. Двигатель, узлы. Да, машина может быть чистая, в хорошем состоянии, но она уже беганая. Вот. Дальше уже у нас идет срок 100 тысяч, от 100 тысяч мы эксплуатируем автомобили. Вот это называется контрактная батарейка, ребята. Я вам объяснил немножко так по факту, как это происходит. Мы сейчас будем приходить к тому моменту, когда мы будем ставить вот такие контрактные батареи, новые практически, да. Мы будем ставить совсем новые батареи, тоже на генерации 4, абсолютно новые батареи из пакетов. Все, мы можем такое привезти под заказ. Вот. Также мы будем использовать литий-ионные элементы, которые мы ставили Николаю в ВИЦ. Вот. В принципе, машинка ходит, Коля доволен. Вот. Машину сейчас мы обслуживать будем и будем ее продавать. Вот. Как бы так. Машинка у нас специально покупалась под проект. Может быть, мы на ней будем и сами ездить вот эту зиму, скорее всего. Так и получится, потому что быстро мы знаем, что мы ее не продадим. Вот. Но мы будем на ней ездить и испытывать данный литий. Литий тоже будем устанавливать. Сейчас у нас на неделе приезжает еще одна машина, это будет Crown. Мы будем туда уже устанавливать литий-ионную батарею. В общем, вот такие варианты есть установки батарей. Также мы не отказываемся от ремонтов, но ремонты вот этих вот элементов Gen 3 с годами 15, он возможен только в том случае, если батарейка более-менее живая. То есть, если процентность каждого элемента не меньше, чем 50%. И то полтинник его очень уже трудно. То есть, чем ниже емкость, тем ниже его балансировать. То есть, чем ниже емкость батареи, тем больше времени ты тратишь на ремонт этой батареи. Бывает, по 2 дня тратим, только отбалансировать батарею. Но это как бы так, на анализаторе, ну, это экспресс-работа считается. Это когда мы подменяем батарейку, балансируем ее и потом проверяем, катит, не катит, она работает, не работает с ближайшими элементами. Если элемент слабый, он вылетит. Тогда меняешь его опять, и опять балансировка происходит. В общем, вот как-то так мы работаем. Но мы добиваемся хороших результатов.
бывает по 20 раз батарейку, вот эту вот манипуляцию делаем, разбора, но тем не менее батарейки уезжают нормально вроде. Вот, но поэтому ремонт это геморройно, это затратно, это нецелесообразно, если батарейка с низким с низким емкостью. Лучше не парить себе мозг, накопить денег на нормальную батарею, купить вот такую батарею и ездить, кататься, радоваться. Все. Всем как бы рекомендую сделать так. Также к новой батарее установить контроллер ВВБ. Контроллер ВВБ это неотъемлемая часть каждого гибридного автомобиля, чтобы батарейка гибридная дальше ходила больше. Вот так, я даже фотку вот так вот сделаю. Вот. Multitronics это, можно сказать, атрибутика, которая необходима каждому гибридчику, кто ездит на Тойоте. Хонде она не нужна, но кто ездит на Тойоте, обязательно. Вот, все, что хотел пока сказать, дальше смотрите контент. Так, батареечка собрана. Все контакты новые. Вот такие вот. Тоже контрактные. Это не чистились они, ничего. Это они такие новые. Гаечки все новенькие поставлены тоже. Все элементы новые. Порядок их не поменялся. Они как стояли, так и стоят. Вот. Все, внедрил я в батарейку вопсика. Вот старая пачка. Она будет проходить проверку на емкости, мере. Вот. Ну и в принципе все на этом. Ну, сейчас мы ее установим, кулера продуем, все прочистим, установочное место пропылесосим. Там очень много грязи. На грязь ставить батарейку ни в коем случае нельзя. Надо все это дело пропылесосить. Здесь вот все будет пылесоситься. Вон сколько грязи. Здесь немножко пыль есть. Под порогами здесь всегда есть песок. Он будет убираться тоже. Сеточку почистим. Кулер тоже сейчас вот это возьмем, прочистим и будем его устанавливать на батарею. Ну и все, в принципе, на этом. Все необходимое я сделал. Еще мы будем защищать контакты противоокислительным специальным средством. Сейчас я его нанесу, чтобы в дальнейшем эти контакты не сильно окислялись. Ну, они вообще, по идее, не должны окисляться. Специальный лак, который наносится уже в конце работы. Каждый болтик я протяну динамометрическим ключом под специальный момент затяжки. Вот. То есть он должен быть необходим везде, чтобы одинаково было затянуто. Каждая гаечка. Вот. Ну и в принципе на этом все. Такая будет проделана работа. Ну и вот так вот нанес лак. Все, теперь этим контактом уже окислы не грозят. Все затянуто, все, можно теперь ее ставить. Батарейка у нас разница всего 0,10 милливольта, она вся ровная. Вот сейчас я ее полностью разряжаю до 14 вольтов. Слил я с нее уже 2000 мАч. Это уже 3000 пошла. Очень сильная. И вот минимальной пары вот 10 получается. Они вообще жестко держатся. Пытаюсь как бы ее просадить, а она держится вообще четко прям. Не может от 0,9 уйти даже. По идее была бы дохлая батарея, сразу бы уже по 5 отдавала милливольт. А она не отдает. Борется до последнего. Чем хорошо, что я ее сейчас просаживаю, это, во-первых, тест провожу, во-вторых, я ее разряжаю до талого, а потом буду заряжать. И таким образом она
в себя придет. Потому что эта батарейка долго лежала, пока ехала, пока то, пока все. Где-то там на полке лежала. Поэтому надо ее взбодрить. Мы ее бодрим. Ну вот, все. Первая вышла. Ждем, когда она пойдет по цепочке. Первая, вторая, третья, четвертая. Она вся ровная, прям вообще. 0,10, 0,6, 0,6, 0,2, 0,4, 0,5. У нее разбег там вообще 0,10, 0,11 милливольт. Отличная батарейка получилась. Емкость вообще бешеная. Вот все, вторая пара вышла. Ну и все, дальше смысла нет. Сеточка вот такая должна быть, чистенькая. Здесь тоже салон Колян пропылесосил уже все. Никакой грязи нету уже. Все будем устанавливать на чистое. Как бы так. Ну вот так вот все пропылесосили. Салончик уже устанавливаем потихонечку все. Ну и все, тачка у нас сейчас скоро заведется. Отошьем ЕГР, контроллер поставим, будем отдавать клиенту. Так, производим установку вот такого вот контроллера Multitronics UX8H. Сейчас Коля его установит. Тут сюда вот вместо кнопочки аккуратненько будет четко. Вот такие вот работы у нас проделаны. Батарейку почти поставили. Останется только прошивочку сделать, зашить его на Евро 2. И все. Отшиваем воксика на Евро 2. Отшиваем ему ЕГР. Пошла жара. Чек пропал, говорит. Все. Все работает. При этом условии у нас стоит перегородка между клапаном ЕГР. И клапан ЕГР у нас выключен абсолютно. Можно фишечку скидывать. И он теперь беззубый. Мы сейчас на стяжку вот так примотаем аккуратно. И все. Будет красота. Ну и бонусом этому воксику мы сейчас, Коля помоет ему движок и будем отдавать клиенту. Так вот, ребята, такой вот воксик у нас сделанный. Все хорошо. Теперь у него стоит контрактная батарея. Заглушен ЕГР. Сейчас все бумаги выдам. Вот это у нас то, что у нас разбег 0,11. Все батарейки одинаковые. Вот, это на 14 вольтах, на нагрузке она себя очень хорошо показала. Вот. Это у нас гарантийка. Каждая батареечка записанная, все. Печать поставили. Год гарантии, либо 30 тысяч пробег. Все, мы выдали любые документы. Также мы сейчас заполним гарантийный талон на контроллер ВВБ. Тоже на вот эту штучку, которую мы установили. Вот она уже показывает, что у него 26 градусов ВВБ. Это очень хорошая, комфортная температура. Ну и все, будут даны рекомендации клиенту по тому, что в салоне надо всегда следить за чистотой, за вот этой сеточкой следить. Контроллер ВВБ желательно не отключать, работать на нем всегда. Ну и все. И ездить на климатической температуре 21-20 градусов. Это комфортная температура для автомобиля и для батарейки. Вот. Не перекрывать никакие сеточки и все такое. Вот так вот машина должна быть отдана. И эта батарейка будет очень долго бегать. Все. Всем пока. Гибрид Центр трудится для всех гибридных водителей. Вот так вот. Всем пока. Ставьте лайк. Можете писать комментарии. Нравится ли наша работа. Вот. Можете немножко поговорить, как вам мой сервис, в принципе, тоже пишите. Вот. Стараемся делать свою работу качественно, да, выходит что-то дороже, но чтобы хорошо обслуживать эти гибриды, нужно применять очень хорошие инструменты, очень классное оборудование. Вот. Специалисты должны тоже быть нормальные. Вот. Сервис должен быть удобный, к чему я и стремлюсь уже третий год. Третий год мы развиваем данный сервис. Вот, конкретно я развиваю этот сервис. Потратил уже очень
много денег на самом деле, но и благодаря старанию, как бы, и благодаря своим клиентам, которые к нам идут и все-таки обслуживают у нас автомобили. То есть каждый вклад, даже вот этого воксика, немножечко вклад в то, что мы заработали на нем, это все пойдет в развитие вот данного автосервиса. Где-то там чуть-чуть, 1005, где-то 10. Я все это откладываю, покупаю нормальные инструменты, мы развиваемся, мы можем купить, позволить себе еще какое-то оборудование и дальше делать еще больше работ. Вот. То бишь, если этот воксик в следующий раз приедет на какую-то другую услугу, я смогу ему это подарить, потому что у меня будет эта возможность. И я хочу сказать, что в нашем, как бы, в России очень трудно сейчас развиваться. Понятное дело, что очень много всяких моментов, да. Очень трудно стало, потому что банки не поддерживают, как бы, предприниматели особо. Проценты очень большие, кредиты не дают. И мы стараемся развивать этот бизнес вот таким вот путем. Вот. В общем, только мы сами на себя можем понадеяться, и только мы сами можем, как бы, дать возможность себе ездить на этих автомобилях и правильно их обслуживать. Вот что я хотел сказать. Кому я подал данную информацию, кто понял, тот понял, о чем я хотел сказать. В общем-то, как это реально трудно, но и тем не менее, не надо, не надо прекращать этим заниматься. Надо дальше этим заниматься, потому что все-таки машины эти классные. И если будет больше таких открываться сервисов, я думаю, больше будут ездить на этих автомобилях. Вот что я хотел подать вам, ребята. Все, кому понравился мой посыл, ставьте лайк.